Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников, а также в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖС. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем рассказывать о башкирских родах, и сегодня мы поговорим о роде Елан. Елан, да. Как правильно его произносить по-башкирски? Елан. Вот. Ну, там первое получается, вот если по звуку, по-русски, и краткое, да? Если по-башкирски, то Елан. Ну, я уже начал, последнее время просить вас прокомментировать то, что написано в источниках в интернете. Вот, например, в Википедии. Здесь говорится, что этноним Елан восходит к почитанию тотема змеи. Якобы есть упоминание путешественника X века Ибн Фадлана. Мы видели, как одна группа из них поклоняется змеям, и вот как раз это и есть Елан, а другая поклоняется журавлям. Вы этноним Елан ведете примерно от этих же моментов? Нет, я здесь в этом плане могу согласиться только в одном, что название Елан, оно как-то связано, с атомистическими представлениями древних какой-то группы населения, носители этнонима Елан. Но с известием Ибн Фадлана, мне кажется, это никак не коррелируется. По нашему мнению, еланцы несколько позднее мигрировали на территорию исторической Башкирии, Башкортостана, потому что есть у нас известие такое замечательное. Это армянский автор XII века Матвей Эдесский писал: «Римляне выдержали ужасные атаки. Большое число провинций было разорено». Римляне имеются в виду византийцы, не древние римляне. Предано забвению, обращено в руины и так далее. Печенегами, людьми алчными до истребления. Так как народ змей, нарушая границы своей территории, перешел на земли рыжеволосых. И эти беглецы изгнали агузов и печенегов. И все эти народы объединились, обратив свою ярость на римлян. Константинополь подвергся великим бедствиям. Здесь это речь о кипчаках, что ли, идет, или о ком? Рыжеволосые, да, кипчаки. А тут народ змей, упоминается. Мы связываем это. Потом они вместе, судя по всему, пошли на это как всегда в тюркской истории. С востока начинает какое-то, племя давить, и все как по эффекту домино. Да. И все так сыпется, и вплоть до Балканского полуострова, как всегда. По нашему мнению, в упоминаемом источнике как раз народ змей это и соответствует племени Елан. То есть, можем ли мы говорить, что это какое-то подразделение сначала кипчакских племен? Или нет? Или это будет упрощенно? Да, кипчаки это же опять такое собирательное название. То есть Дэшти Кипчаком мы называем конгломерат совершенно разнородных племен. А я все-таки уточню, это все тюркские племена кипчаки или нет, или не обязательно? Там в основном тюркские, но там, естественно, были и монгольские группы и так далее. Поэтому, если уж говорить просто несколько так обобщая, одно из, так скажем, кипчакских племен, или так как Мкузеев, наш этнограф, писал более аккуратно, одно из составляющих этой кипчакской миграции с востока, которая началась в XI веке. На огромной территории эти, так сказать, племена кипчакской миграции смели прежних хозяев этих степей, агузов, печенегов, смели и прогнали их. Одних к Балканам оттеснили, к Черному морю. Другая часть этих агузов ушла, наоборот, на юг, в Иран, и начали это известное сельджукское движение, турки-сельджуки, из которых потом выросла империя сельджуков, а потом Османская империя. Они, так сказать, тоже были изгнаны отсюда. Возвращаясь к Елану, сегодня какая это территория, какой это род, и как они туда, в общем-то, закрепились, в каком веке? Самое главное мы не сказали, что племя Елан, это, в общем-то, оно одно из... может быть, даже самое крупное по количеству потомков, да, они занимают огромную территорию, которая протянулась такой широкой полосой. Племя на севере начинается на территории Бураевского района, расселение половины Бураевского района относится к этому роду Елан. Далее, часть Дюртюлинского района, часть Чекмагушевского, часть Илишевского района, Туймазинского района, и, Шаранский район, весь Еремикеевский район. И захватывает на самом юге часть Бишбулякского района. Такой, они широкой полосой расселены. И немножко еланских аулов есть на территории Татарстана. Практически весь запад Башкирии. Да, они именно такой, как вдоль границы, провели сегодняшней административной границы. Естественно, это не была раньше, это никакой границы, потому что это не историческая Башкирия, она заканчивается гораздо, западнее. В общем, и прямо скажем, в степи не было границы. И в степи не было, до 19 века, в общем-то, непонятны были границы Российской империи, даже не только племен между собой, а Российской империи непонятны были границы. То, что касается территории Казахстана, например. Да, и административно ведь они входили, в территорию Уфимского уезда всегда, и так далее. Потом Уфимской губернии. Тем не менее, когда они туда пришли, когда мы можем сказать, что эти земли за ними закреплены? Опять же, тут мы можем только гадательно говорить, да. К сожалению, еланских таких шажире почему-то не сохранилось конкретных, на что
что мы могли бы опираться? Ну, опять можем просто вот так предполагать, что вот в XI веке часть вот этого племени, или, может быть, в полном составе обосновываться на территории Башкортостана, исторической Башкирии. Вот и постепенно вот они вот так расселяются. Значит, не шежиры, а просто какие-то предания были там, старики в деревнях, вот я записывал, рассказывали. Сначала что-то они где-то по течению Яйка там, значит, жили, потом поднялись по Белой, потом где-то вот обосновались в нижнем течении Белой, а потом начали, в общем-то, расселяться дальше уже в юго-западном направлении. Никакими документами мы это не можем подтвердить. Но я так понимаю, что первые документы относятся тогда уже к российскому периоду, да, к Ивану Грозному и так далее. Да, к российскому периоду. Ну, не понимаете, там в российском периоде как? Если, допустим, документ, там, допустим, 18 века, да? 16 века нет, жалобных грамот, я не знаю, там. Нет, ничего не осталось. Вот. Но есть, допустим, документы 18 века, где есть ссылки на более ранние, понимаете? То есть, понятно, вот такая коллизия, она очень часто. И там, допустим, ссылки вообще там на первую половину 16 века, что вот мы, там, мои предки, там какой-то еланский башкир пишет, служили там сначала там Казанскому хану, значит, вот тарханами были, потом вот, значит, стали Ивану Васильевичу служить и так далее, и так далее. То есть, из этого мы видим, что, в общем-то, они были и в составе, вот, еланцы в составе войск и Казанского ханства, ну, и потом уже после присоединения, в общем-то, ну, понятное дело, что были уже и в составе, значит, России. И что далее. В XVIII веке о них пишут источники? В XVIII веке вот эти еланцы, ну, как и все, собственно, башкирские роды, племена, в общем-то, были участниками и восстаний. Одной из, так скажем, знаковых фигур первой половины XVIII века был, в общем-то, башкир Еланской волости. До того, как еще не были введены должности старшин, это у башкира называлось ага, да, ага волости, ага или был Яркей Янчурин такой, когда началось восстание 1704-11 годов, когда Башкирия фактически выпала из-под юрисдикции, значит, Российской империи. Потом, значит, стал вопрос, как обратно ей войти. Вот, это было ответом, значит, помните, у нас одна из передач была ответом на губернскую реформу Петра I в начале XVIII века. И потом возник вопрос, как обратно войти. То есть, там, значит, власть давала понять, что вот все, больше такого не будем. В общем, предлагала сесть за стол переговоров. И вот, чтобы 1728 год, уже император Петр II был уже. Вот, внук Петра. Петр II. И вот как раз договариваться и подписывать, и принимать вторичное русское подданство, или там уже снова входить в русское подданство, поехал от башкира Еланской волости, значит, глава Еланской волости Яркей Янчурин. Вот он как раз основатель деревни Верхнеяркеево, который райцентр Илюшевского района сейчас. Вот, он встречался, был у Петра II, присягал и так далее. Вот. Я вот смотрю, опять же, по той же Википедии, в конце 18-го, начале 19 века земли еланцев в административном отношении входили в состав Белебеевского, Бирского и Бугурусланского уездов. Да. Так и есть. Так и есть, да. Получается, что Бугурусланский уезд – это тогда Самарская губерния, да? Да. Бирский – это Уфимская губерния, да, а Белебеевский? Белебеевский – это Уфимский уезд. Уфимский, да. Уфимская провинция, Уфимский уезд. Да, точно, это не губерния, да, это уезд. Возвращаясь тогда к вопросу о том, какова экономика была у них вот в 18-19 веке, чем они занимались, на чем основывалось их хозяйство. В 1725 году сюда, в Башкирию, приехал кунгурский бургомистр Юхнев именно с разведывательной целью, потому что правительство вообще не имело никаких сведений о Башкирии. То есть, непонятно, что там, постоянно мятежи происходят, вырываются отряды конницы, которые опустошают все. Это, кстати, это удивительная вещь, ведь на самом деле, вот если мы возьмем знания географические того времени, то та же Сибирь и даже Дальний Восток уже в 18-19 веке были исследованы гораздо лучше, чем вот та же Башкирия, Казахстан, вообще Южный Урал и туда ниже, что называется, Казахстан и Средняя Азия. Ну, Казахстан еще не в составе России, а вот Башкирия самая главная, значит, парадоксальная вещь. Нет, ну почему? В 18 веке уже частично Казахстан в составе России, по крайней мере, младший ЖУЗ. Да, в 30-х годах. А мы говорим сейчас о 20-х годах, то есть до этого, значит. Когда был Берингов пролив открыт, по-моему, к тому времени уже Беринг там проплывал, да, уже. А Башкирия до сих пор оставалась, в общем-то, непонятной территорией. Было очень важно разведать. На территорию Башкирии приехал вот этот к бургомистру Юхнев под видом, значит, там, купца и начал там разведывать. Какие-то волости его пускали, из каких-то властей его выгнали. И вот он что писал о башкирах Казанской дороги, куда вот, значит, входят как раз башкиры рода Елан. Башкиры, значит, живут, занимаясь и скотоводством, и земледелием, кочуют, говорит, мало, в основном, значит, живут в домах, сеют хлеб, и та Казанская дорога всю Уфу кормит.
Вот такое описание. То есть, все-таки было еще яйлажное скотоводство, когда на лето отгоняли. То есть, это опять уже еще не у всех. Но уже, так скажем, вся дорога в основном занимается земледелием. И уже настолько успешно, что весь хлеб они поставляют в Уфу и так далее, и так далее. Значит, на продажу. И всю Уфу кормят Казанской дорогой. При том, что на самом деле Уфа-то хоть и была основана, да, гораздо раньше, но при этом действительно край был плохо изучен. Я просто насколько плохо изучен, проиллюстрирую это как раз на основании Оренбурга. Большая часть экспедиции, которая была перебита, кстати говоря, восставшими башкирами, тогда состояла не из военных, не из каких-то там строителей, а состояла она из кораблестроителей. Потому что были они уверены, что идут они куда-то на берег Аральского моря. Ну да, что поплывут в Индию потом. Ну, то есть, это были фантастически неправильные представления, хотя, казалось бы, вот уже в 17 веке действительно Дежнев проплыл по Берингову проливу, да, а вот Витус Беринга специально сейчас проверил, в 1728 году Ну, уже... так вот я же говорю, что в это время примерно. В это же время, вот, да. они уже, значит, открыли Берингов пролив, а в Башкирии вообще Которая, даже не знали. Была частью империи, ничего не знали. То есть, вообще, это же вот под боком было от Казани 500 верст. В общем-то, вот была такая странная ситуация. Как вы думаете, почему это? Ну, потому что, я же говорю же, ведь подданство башкир, оно не было безусловным, оно было договорным подданством. Вот сейчас Татарстан гордится, что вот у них договорная республика, так это же было сначала здесь у нас, это была договорная, скажем, территория, не безусловное подданство. Каждому вновь пришедшему к власти русскому царю башкиры ехали, значит, продлевать или перезаключать подданство. Вот так было в последний раз. Поехали в Петербург, значит, Елизавете Петровне в 1759 году. Вот все, это была последняя поездка, значит, в Питер. А насколько тогдашние племена, вот особенно, да, вот нам интересен здесь Елан, как одно из самых крупных, а какие у него были отношения с Уфой, как административным центром, ну вот современным? А тогда это был какой-то административный центр? Тогда это была какая-то точка взаимодействия с империей или нет? Нет, Уфа есть, безусловно, это был центральный пункт. Вообще, вот что такое Уфа? Уфа – это ведь... Почему она здесь вот стоит? Это всегда был вот политический центр Башкирии. Ведь до Уфы, значит, была ногайская ставка, да? До ногайцев здесь вот археологи говорят, что тоже, значит, было какое-то стационарное поселение. То есть, тут можно спорить, как оно называлось, но никто, скажем, уже не отрицает того, что здесь было, значит, стационарное поселение и так далее. Политический центр Башкирии. И дело в том, что в 17 веке это был центр дипломатических отношений вообще со странами Востока. Особенно в то время, когда, значит, была калмыцкая джунгарская опасность. А вот, да, это как раз то время, когда, да, присоединился Казахстан в результате этой опасности. Да, вот. Но вот тогда, чтобы понять, опять же, Елан, да, крупнейший род, происходят башкирские восстания, происходит на какое-то время даже прекращение выплат налогов туда. Что в это время происходит с Уфой и какое взаимоотношение племен, которые, по сути, восстали, с Уфой? Ну, башкиры, когда восставали, иногда осаждали Уфу. Там несколько было попыток осады. Уфа, кстати, успешно выдержала все осады. Особенно вот было самое-самое, так сказать, вот она на грани падения находилась во время восстания 1681-83 годов. Так называемый сиитовский бунт. Когда, значит, восставшие со стороны, значит, современного Инорса, со стороны села Богородского, зашли и прорвали кордоны и уже начали входить, но потом были там капитаном Лопатиным отбиты. И вот с тех пор, с конца 17 века до революции всегда, значит, происходил крестный ход в честь спасения от вора сиита из села Богородского в Уфу. Это ежегодный был крестный ход раньше. Потом, естественно, после советской власти уже все. Это была попытка. Но были и другие случаи. Вот во время Алдаровщины вообще не было ни одной попытки. Потому что там это движение, как я уже говорил, оно имело не только, в общем-то, собственно, было такое башкирское движение, оно еще имело регионалистский характер. Да. Здесь жители Уфимского уезда и уфимцы сами конкретно... Разных национальностей. Да. Ну, русские тогда были, больше там особо-то не было никого. Вот, значит, были заодно, потому что вот в результате губернской реформы, значит, пострадали их экономические интересы сильно. И башкиры там уже под Казань, под стенами ходили. Там, если бы воевода Хованский не подошел вовремя, то там неизвестно, какая судьба города была. Просто продолжая эту цепочку восстаний. А восстание Пугачева? Во время Пугачева тоже была осада. Вот эта скат Посочинская, да, вот с той стороны, с нагорной части Уфы, значит, был прорыв пугачевцев, ну, тоже их отбили. Так вот. А вот род Елан в Пугачевском восстании играл какую-то роль? Там они играли тоже, значит, у них, ну, не было таких, скажем, особенно выдающихся предводителей, как в других родах, поскольку они уже были такими земледельцами и так далее, оседлыми людьми, там, а тут нужно, значит, такие, значит, кто еще владеет вот этой, значит, тактикой степной войны и так далее. Не было, но они тоже поголовно участвовали, там, конечно, и были
среди них и противники восстания, но в основном тоже они это принимали в этом участие. Вот. Ну, осталось не так много времени, поэтому давайте перенесемся уже в 19-20 век, рубеж. Как род Елан в каком положении оказался при создании башкирского государства вот в 19 году? Ну, вот, и в 17-м сначала, потом в 19-м. Хорошо вы этот вопрос задали, когда вот мы знаем, что в 1917 году была провозглашена Башкирская республика, но в пределах тогда еще Малой Башкирии, юго-восточной и северо-восточной части Башкортостана. И получается, что род Елан не оказался в составе Малой Башкирии, да, провозглашенный, значит, вот. Но потом началось движение на территории среди башкирского населения Уфимской губернии. Сначала вот как раз вот этот так называемый самопровозгласился Бурайский кантон, мы в передаче про род Ельдяк рассказывали. Да. Но ведь там начало положил Шарафи Хамидов и башкиры Ельдяки, но там и еланцы участвовали, поскольку несколько властей еланцев тоже присоединилось к этой, значит, Бураевской так называемой автономии, да, самопровозглашенному Бураевскому кантону. Главное, это началось потом, когда в 20 году началось восстание Черный Орел или Вилочное восстание. Вот там, да, вот там поголовно началось. Причем одними из инициаторов присоединения и самыми главными, так скажем, агитаторами, да, которые ходили в Стерлитамак, в столицу Малой Башкирии, встречались с Заки-Валиди и просили у них войск: помоги нам, помоги. Прям вот у меня специально даже была работа об этом. Вот, приходили и просили. Вот как раз жители чисто еланских там деревень, вот так как, например, Тюменяк, там, значит, Бекметово и так далее, и так далее. Был такой порыв, и они были самыми, так скажем, одними, башкиры-еланцы, одними из активных участников вот этого вилочного восстания, которое вот как раз вот на этой территории шел под лозунгом присоединения Уфимской губернии к Малой Башкирии. Понятно, да. Роль Елана в войне, скажем так, гражданской, да, и понятно, что это часть гражданской войны, в общем-то, да, была. В общем-то, да, продолжение, можно сказать. По срокам. Что потом? Мы традиционно упоминаем каких-то ярких представителей. Да, вот я так понимаю, что род большой, поэтому мы всех не перечислим, но давайте самых ярких. Значит, народный поэт Башкортостана Назар Нажмин, еланец. Потом герой Советского Союза Абдуллин Анвар. Герой соцтруда Рахманов Талгат Лутфулович. Он занимал пост первого секретаря Илишевского райкома партии и был, в общем-то, правой рукой Медхата Шакирова, да, в общем-то, известного нашего деятеля. Ну, тут много, может, огромное количество писателей. Там, может быть, Гелимдар Рамазанов, там, писатели, поэты. Из современных вот, писателей-сатириков Марсель Салимов. Людей довольно-таки много. Вот, много ученых у них было. Вот, допустим, Ганиев Ревнер, это, в общем-то, один из выдающихся современных российских ученых, академик Российской академии наук и так далее. Я напомню, мы говорили сегодня о роде Елан. У нас в студии был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шажири», автор как раз многотомника об истории башкирских родов. До свидания. До свидания.